Традиционно на повестке важные и проблемные вопросы региона. С конца весны и до начала осени в числе самых острых проблем – это водоснабжение. Количество и качество подачи воды обсуждается на каждом таком совещании. Проблемных районов в республике два – это Малгобекский и Назрановский. Инерки, Псидах, Сагапши, Акиюрт, Вознесенское – это сельские поселения Малгобекского района, где в жаркое время не хватает ресурса. На прошлой неделе, со слов министра энергетики и ЖКХ, удалось обеспечить жителей водой. Где-то она подавалась несколько раз в неделю через водопровод, в других случаях проводился ее подвоз. Наибольшая сегодня ситуация, острая ситуация стоит по Малгобекскому району, как всегда у нас стояла. Если мы за прошлую неделю более-менее подали во второй микрорайон Малгобека и в нижнюю часть Сагапшов и Нырки с перебоями, резервуарные парки мы заполняли резервуарные парки. Но ситуация, опять же, всегда остается тяжелой по одной единственной причине. Мы туда нормально не можем подать воду. Для того, чтобы подать нормально туда давление, воду, необходимо, мы и ранее об этом говорили, что на водозаборе Кантышева построить дополнительную водонасосную станцию для подачи с Кантышевского водозабора дополнительной воды на Малгобекский район. Проблемные села у нас Инерки, Сагапши, Псидах и Гейбекюрт. Гейбекюрт – это Назрановский район больше. По другим селам у нас и второй микрорайон. Ну, в Вознесеновке у нас постоянно на подвозе у нас стоят спец-АТП, две машины стоят. Гейбекюрт отдельно машина стоит тоже, по Гейбекюрт подвозит воду. А второй микрорайон у нас частые. Это второй микрорайон города Малгобека. Уже третья неделя, как удалось наладить водоснабжение в Плиево. Там региональный оператор установил мини-каптажный колодец, благодаря которому вода есть у 80% жителей села. До остальных ресурс не удалось доставить из-за ветхих разводящих сетей и хаотичного подключения к ним. Сложной остается ситуация и в сельском поселении Гейбекюрт. Его жителям осуществляется подвоз воды. Очень сложная точка для поставки воды, так как трубопровод, по которому мы поставляли воду для этого сельского поселения, он пришел в полную непригодность, 100% износ. Поэтому в данный момент туда производится подвоз. Даже вот в ближайшее время, в зимний период, мы не видим возможности туда поставлять воду. Поэтому вот сейчас мы разрабатываем проект, возможность, как можно улучшить водоснабжение именно в Гейбекюрте. По Плиево, да, есть места, где необходимо произвести окольцовку внутренних сетей. А именно, вот если по улице проживают там 10 дворов, а труба там проложена по диаметру несоответствующая, то мы с другой стороны будем искать подвод воды для окольцовки. Далее на совещании обсудили проведение вакцинации в регионе от полиомиелита. По данным Министерства здравоохранения, в регионе в 3 тура привили более 64 300 детей и 72 500 подлежащих иммунизации, что составляет около 89%. Тем самым удалось обеспечить иммунный щит. Всего в вакцинопрофилактике участвовали 10 медицинских организаций, работали 267 прививочных бригад. Министр также ответила на вопрос, будут ли невакцинированных детей пускать в школы и детские сады. Был, конечно, документ, который запрещал, чтобы дети приходили в школу без вакцинации. Но на сегодняшний день Минобр и Роспотребнадзор эти ограничения сняли, они внесли туда изменения. Но несмотря на это, тем не менее, детей в школу без сертификата о прививках пускать не будут, потому что если ребенок не привит, то он может заразиться от других детей, которые у нас уже получили ОПВ. Как такового разобщения между этими детьми у нас не будет, поэтому каждый родитель обязан защитить своего ребенка и провакцинировать его, чтобы он не заразился от того ребенка, который получил, например, ОПВ. Но разработан специальный сертификат с голограммами. Этот сертификат, он будет выдаваться тем, кто провакцинировался. Я думаю, что именно первоклашки, которые у нас идут первый раз в школу, и дети, которые идут в дошкольное учреждение, их без сертификата о прививках принимать, наверное, не будут.
Также на совещании подняли вопрос реализации национальных проектов, которые были инициированы по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году. Ингушетия в этом году принимает участие в реализации 44 региональных проектов в составе 12 нацпроектов. По 4 из них регион по срокам исполнения находится в зеленой зоне. Образование с кассовым исполнением 58% по республике, когда по СКФО 62% и по Российской Федерации 54%. Безопасные и качественные автомобильные дороги с кассовым исполнением по республике 100%, при среднем значении по СКФО 69% и по Российской Федерации 50%. Национальный проект «Культура» с кассовым исполнением 56% по республике и 55% по стране. Малое и среднее предпринимательство 91% у нас в республике, среднее значение по СКФО 93 и по стране 71. И национальный проект «Международная кооперация экспорт» 100% по республике, 83 по СКФО и 59 по Российской Федерации. Среднее значение кассового исполнения по субъектам Северокавказского федерального округа 68,8%. И по Российской Федерации 50,8%. Вот такая ситуация у нас по реализации указа. Отдельно скажу по благоустройству общественной территории. Это те средства, которые через Министерство строительства доходят до муниципального образования, и они этот показатель достигают сами. 100% достижения по благоустройству территории у нас это Назрамовский район, Малгобекский район и Джайравский район. Из городов полностью завершили город Карбулак. В остальном высокий процент готовности у всех, кроме города Магаз. Столица республики в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» заключила контракты для благоустройства 4 общественных территорий. Так должны были преобразиться улицы 65 лет Победы, Кулиева, Горчханова, сквер в 10-м микрорайоне. Но пока работы на этих территориях ведутся с отставанием от графика. Отставание было связано с тем, что контракты были заключены в позднее время, чуть позже. Связано это было с тем, что мое назначение, оно тоже было немного поздним. То есть та работа, которая должна была быть проведена до моего назначения, она, к сожалению, не была проведена. И так получилось, что уже мне пришлось с опозданием, но заключать вот эти договора. Поэтому в настоящее время ситуация исправляется, подрядчикам проводится весь необходимый объем работ, и обязательно эти территории будут сданы в срок, вовремя и в срок. А когда у них сроки? До конца ноября месяца. Готовность к осенне-зимнему отопительному сезону – еще одна тема, обсуждаемая на встрече. 5 муниципальных образований отапливает 53 многоквартирных дома, республиканский перинатальный центр и 6 социальных объектов. На всех участках проводится ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения. Открытым остается вопрос обеспечения теплом перинатального центра. На совещании также говорили о проведении осеннего призыва. Военком республики отметил, что подготовительные работы ведутся не на должном уровне. Регион занимает не самые выгодные позиции по отношению к другим субъектам. Премьер правительства призвал глав городов и районов республики активизироваться в этом вопросе. Мусим Ганиев, Асхаб Белакиев, Ахмед Парчиев. Новости 24.